будем надеяться, что компания «Чешские авиалинии» все же придет к нам в следующем году, потому что есть пассажирный поток на данном направлении, отслеживается достаточно четко, есть спрос. Также переговоры с венгерской авиакомпанией «Виз Эйр», это лоукост компания, тоже достаточно очень тесно мы сотрудничаем уже не один год. Касательно китайской компании, ну, если быть откровенно честным, я не знаю, наши компании пока не готовы еще выполнять, то есть не было такой вот, чтобы конкретно заинтересованность, что кто-то из наших компаний откликнулся и сказал, что давайте, ребята, мы завтра летим в Китай. С китайскими компаниями ведутся переговоры тоже уже в течение года. И уже проводились несколько личных встреч, ведется переписка, то есть опять-таки же просчитаны были стоимость рейса, экономика рейса, но так на уровне комитета по туризму ведется работа, то есть мы рассчитываем не только на пассажиров, которые будут летать наши, но в том числе достаточно большая ставка делается на пассажиров, на туристов из Китая. Вот. Это я вам озвучил ближайшие перспективы, и, честно говоря, в этой вот ситуации, которая на сегодняшний день есть, пассажиропоток на международном направлении падает, хотелось бы как раз-таки сохранить этот пассажиропоток и увеличить за счет, скажем так, ближайших регионов. 26 числа предупредили всех, что нельзя будет летать на территорию, с территории Украины. Мы туда и не летали, собственно говоря. Но Балканский полуостров, мы очень много в Болгарии делали, мы летели через территорию Украины, Киевскую и Одесскую зону. Это самый ближайший путь на Балканы. Самый ближайший путь. Такого жесткого прямого ограничения нет, что мы не можем использовать этот оверфлай. Но мы посмотрим, рекомендации такие есть, что мы повнимательнее к этому отнестись, но к сожалению, политика, она влияет на экономику, и очень здорово.